Нам просто в очередной раз пытались закрыть рты. О коронавирусе и свободе СМИ в Таджикистане. Нынешний кризис с пандемией коронавируса снова выявил все недостатки свободы слова в стране. Всемирный день свободы печати или свобода слова, World Press Freedom Day, ежегодно отмечается 3 мая. Он является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. По словам журналиста и эксперта Марата Маматшоева, кризис показал, что в стране фактически отсутствует доступ к источникам информации. Органы, уполномоченные вести борьбу с распространением коронавируса, скрывают важнейшую для общества информацию, отказываются комментировать вопрос готовности системы здравоохранения к приходу нового коронавируса. При этом чиновники пытаются усилить самоцензуру медиа в стране, угрожая наказать слишком настойчивых журналистов. Кризис в очередной раз показывает, что проблемы общества не в том, что журналисты разжигают, а в том, что чиновники некомпетентны и не способны адекватно реагировать на новые вызовы, говорит Маматшоев. Гулнара Амиршоева: мы оказались заложниками несвободы слова снова в такой сложный для всех момент, когда распространяется эпидемия, а журналисты просто-напросто не могут публиковать официальную и правдивую информацию. Это ужасно. В очередной раз, угрожая нам за распространение якобы ложной информации и наведение паники, пытаются произвести давление. Зибо Таджибаева: власти в принципе никогда особо не считались со свободой слова в Таджикистане. В этот раз дело дошло до открытых угроз в адрес ряда редакций и даже отдельных журналистов. Им также пришлось противостоять целой дивизии троллей и фейков. Но меня больше смутила реакция коллег по цеху, которые не стеснялись писать откровенную ложь и оскорбления в адрес других. При этом я уверена, что именно благодаря мужеству и стойкости отдельных средств массовой информации, общество услышало правду. Абдумалик Кадыров: они рисковали попасть в немилость властимущим, оказаться под прессом карательных механизмов госорганов за распространение ложной информации, потерять работу и так далее. Однако распространяли правдивую информацию, рассказывали о том, что такое коронавирус и с чем его едят, как уберечь себя и своих близких от заражения, и что делать, если человек все-таки заразился. Это была их правдивая информация, которая способствовала тому, что когда власти все-таки объявили о существовании вируса, у населения уже не было паники, и люди восприняли ситуацию спокойно. Пандемия разделила журналистов и блогеров на тех, кто стояли насмерть за то, чтобы у людей была возможность знать правду, пусть и горькую, и тех, кто во имя сохранения спокойствия и предотвращения паники поддерживали позицию правительства по сокрытию информации о существовании коронавируса в Таджикистане, говорит он. Он отметил, что в итоге четвертая власть победила. В конце концов правда восторжествовала, и именно под натиском медиа ВОЗ была вынуждена послать своих представителей в страну, а власти вынуждены были признать факт наличия вируса в стране. Это, безусловно, победа четвертой власти над исполнительной, заключил он.